цепочки поставок увековечивают современное рабство среди уйгуров и других тюркских народов-мусульман в оккупированном Восточном Туркестане, согласно отчету исследователей из университета Шеффилда Халлама. Каждую минуту в Америке устанавливается 114 новых солнечных панелей, чтобы помочь стране освободиться от ископаемого топлива и достичь своих целей по сокращению выбросов, но, согласно новому отчету британского исследовательского учреждения, рост солнечной энергии вызывает тревогу, поскольку большая часть используемого оборудования производится китайскими фирмами, которые принуждают к труду уйгурских рабочих. По мнению экспертов, если не будут приняты меры для ликвидации этой разветвленности в цепочке поставок, растущее число установленных солнечных батарей по всему миру может привести к продолжению принудительного труда среди крупнейшего мусульманского меньшинства в Китае. Двухдневный семинар под названием «Преодоление геноцида», проходивший в Нью-Йорке и организованный в сотрудничестве со Всемирным уйгурским конгрессом, Уйгурским фондом прав человека и фондом Эли Визеля, начался 16 апреля. Выставка, открывшаяся в тот же день в 10 часов в восточном зале Ак-Макан, наглядно продемонстрировала геноцид в уйгурском регионе и привлекла внимание широких слоев общества. Выставочный зал был украшен сделанными на заказ фресками с короткими текстами и моделями, демонстрирующими принудительное производство хлопка, алюминия, сахара, автозапчастей и других товаров в уйгурском регионе. На панели, состоявшейся в конце выставки, президент фонда Эли Визеля Элиша Визель выступил со специальной речью. В своем выступлении он отметил, что крупнейшими жертвами китайского правительства во время геноцида уйгуров были заключенные в лагерях для военнопленных, сказав: «Мы не позволим забыть об этих преступлениях, мы сделаем все возможное, чтобы остановить их и пресечь». Президент США Джо Байден призвал к утроению таможенных пошлин на китайскую сталь и алюминий. В заявлении Белого дома подчеркивается, что сталь американского производства по-прежнему имеет решающее значение для экономической и национальной безопасности страны. В заявлении, в котором указывалось, что администрация Байдена сделала исторические инвестиции в американскую сталь и производство, что резко контрастировало с предыдущей администрацией, было отмечено, что торговый дефицит США по отношению к Китаю находится на самом низком уровне за последние десятилетия. В новом отчете было установлено, что Коммунистическая партия Китая в течение как минимум 10 лет похищала своих граждан на территории ЕС, насильственно репатриируя их в Китай, и нарушала верховенство закона и общественную безопасность в Европе. В докладе подчеркивается, что эти действия нарушают закон и безопасность в Европе. Министерство цифрового развития Кыргызстана собирается запретить в стране китайское шпионское приложение TikTok. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана в прошлом году приняло решение запретить использование китайского приложения TikTok в стране. 17 апреля 2024 года Министерство цифрового развития Кыргызстана направило директиву всем операторам связи в стране принять меры по ограничению доступа к TikTok. Президент НАСА Билл Нельсон заявил, что Китай использует гражданские программы для прикрытия военных целей. Нельсон сказал законодателям на Капитолийском холме: «Китай добился выдающихся успехов, особенно за последние 10 лет, но они очень секретны». Заявив, что Вашингтону следует проявлять бдительность по отношению к Китаю, Нельсон выразил сомнения в космической программе Китая.